По поводу вчерашних событий в Москве, событий в Крокус-холле. Да, скажу, что действительно соболезную, но соболезную по всей России, которая умирает на наших глазах. А ведь на самом деле это большое государство могло бы жить в мире со своими соседами, вот, и могло бы жить лучше, чем другие государства. Это огромная страна. Но по поводу соболезнований. Почему-то мы никогда не слышали соболезнования в свой адрес, в адрес чеченцев, украинцев, грузин, азербайджанцев и других народов со стороны россиян. Вот. Почему я так говорю? Знаете почему? Потому что мы не какое-то быдло и не какое-то стадо. Мы люди. Мы знаем, что такое человечность. Знаем, насколько это бывает другим. Мы помогаем, умеем помогать другим. Вот почему. И мы ведем борьбу за справедливость. Мы не становимся в позе каких-то терпеливых, которым все равно, что происходит вокруг, и все равно, что происходит с самим собой. Мы продолжаем эту борьбу и будем продолжать за справедливость и за правду. Вот. События в Москве. Вот. Вам не кажется все это странным? Почему это произошло не до выборов или там в день выборов? И если так подумать, то там много почему. Я скажу некоторые вот детали, некоторые вопросы. Почему, например, охрана, которая находится там, в Крокус-холле, пропускает вооруженных людей в камуфляжной форме? Почему не было никакой реакции или там не пытались остановить этих людей? Где была охрана? И еще, там, говорят, недалеко находилась база, или как там называется, в общем, находился ОМОН. И почему какой-то спецназ вот, ехал к этому Крокус-холлу целый час? Целый час. Кроме этого, кроме того, что там находилось здание, недалеко находилось здание ОМОНа, там также было и находится здание Главного управления региональной безопасности. Вы знаете, что это такое. И знаете, что интересно? В 2022 году ФСБ России провело учение, имитируя захват заложников украинскими солдатами именно вот на площадке вот этого Крокус-холла. Это еще одна интересная деталь. Я считаю, вот как чеченец, я могу такое сказать, считаю, что россияне сегодня пожинают свои плоды, пожинают то, что они вырастили, вот это чудовище. Представьте себе, например, если вернуться обратно в хронику. Путин убил подводников в Курске, он их утопил, он мог бы их спасти. Взрывал ваши же дома в 1999 году, чтобы обвинить нас в этом, чеченцев. По сегодняшний день это не доказано. Вот. Травил вас в Норд-Осте, убивал, штурмовал и расстрелял в Беслане. Вот. Ему все равно, кто погибнет, но и главная цель у него, вот, он ставит ее перед собой, это чтобы удержаться у власти, чтобы не понести наказание за все эти ужасы и за все эти преступления. Вот сегодня показывают, поймали бедных там таджиков. Я уверен, что это обычные строители. Вот. И огласили даже список их имен. Вот. Огласили список имен. Но сегодня, вот именно сегодня, МВД Таджикистана заявляет, что двое из них находятся в Таджикистане. Представляете? ФСБ заявляет, что они поймали преступников, огласили имена этих преступников, а двое из них оказываются в Таджикистане сегодня. Как это возможно? И еще русские спецслужбы связали эту акцию с Украиной. Ну, кто вообще сомневался? Я-то вообще-то ждал, что обвинят чеченцев, там, кавказцев, и плюс еще обвинят Украину в этом, смешает все это. Но они так и сделали. Обвинили таджиков, обвинили, то есть там украинский след появился,
Обвинили, даже были заявления, что там ингуши были, но это все это сплетни, все это неправда, все это неправда. И все это делается российскими спецслужбами. Кто бы сомневался, это почерк российских спецслужб. Они так умеют делать. Я уверен, что кавказцы там, или даже таджики, украинцы и другие народы не сделали бы этого, не зашли бы в зал, вот как нам показывали это, не расстреливали бы людей. Да, обвиняют чеченцев в Нордосте, да, чеченцы взяли, там, какая-то группа взяла это на себя, вот, в 2002 году. Но даже у них тогда были требования, какие-то были требования остановить войну. Они пошли в Москву и захватили заложников не для того, чтобы убивать их. На самом-то деле, те бомбы, которые там якобы были, это был, в общем, муляж на самом-то деле. Людей там всех отравили и расстреляли. Путин не принял эти условия или там предложения. Вот как бы сделали бы, к примеру, доведенные до этого состояния там чеченцы или там украинцы, например, но людей убивать не стали бы. Но Путин это делает. Путин взрывал дома, как я ранее говорил. Путин топил своих подводников. Путин это делал, Путин делал другое. Путин будет это делать. И вам, россиянам, жить с этим. Знаете, опять повторюсь, вы пожинаете то, что вы сами вот вырастили. На самом деле. Жертвы вы тоже. Не только мы там, другие народы, но и вы тоже терпелы.